О проблемах бизнес-сообществ в Абхазии и России и перспективных направлениях сотрудничества говорили сегодня члены делового совета. По словам торгового представителя Абхазии в России Олега Барцыц, есть определенный потенциал и багаж знаний, с которым представители бизнес-сообществ Абхазии подошли к 8-му деловому форуму. Олег Барцыц отметил, что в промежутках между форумами ведется активная работа различных экономических ведомств и структур. Подписывается множество соглашений между торговыми представителями. Пора вот эти все замечательные соглашения, все эти договоренности, заключенные, пора их как-то, если позволите, монетизировать. Вот хорошо было бы, чтобы все это перешло в практическую, наконец-то, плоскость. И не просто для того, чтобы мы упомянули на очередном форуме или на каком-то другом мероприятии об этих достижениях, а для того, чтобы и бюджет страны, и стандарты жизни наших людей ощутили бы от этого какой-то позитивный эффект. Мы должны создавать наиболее выгодные, наиболее благоприятные условия для того, чтобы наши люди стали заниматься бизнесом, экспортоориентированным бизнесом. Руководство Абхазии в первую очередь заинтересовано в развитии экономики страны, отметил в своем выступлении председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев. Есть множество вопросов как с абхазской стороны, так и с российской, которые необходимо решать сейчас. И в первую очередь нужно озвучить все проблемы, которые существуют у обеих сторон. Экономика – это двигатель прогресса всегда было, есть и будет. И на самом деле, чем лучше будет развиваться экономика, тем будет лучше жить граждан наших государств, в конце концов, да, действительно, и в Абхазии в первую очередь. Есть абхазский бизнес, который хочет приходить в Россию, который что-то делает, который производит, да, пускай он действительно невелик, но экономика России на сегодняшний день переварит любую абхазскую продукцию в любом ее количестве. И здесь не нужно там даже думать об этом, да, вот, все, что произойдет в Абхазии, Россия точно съест, потребит, и в хорошем смысле этого слова, действительно. Вот. И есть две проблемы. Не то, что две проблемы, есть две стороны медали. Есть проблема с этой стороны, есть проблема там с российской стороны. Да? Поэтому, если что-то мешает абхазскому бизнесу развиваться с этой стороны, на территории Абхазии, да, нужно об этом говорить. Если что-то мешает Российской Федерации продвигаться российскому бизнесу на рынок России, да, нужно тоже об этом говорить. Да? И то, что мы сегодня с вами обсудим, надо было бы хорошо бы подытожить и хорошо бы действительно зафиксировать, да, для того, чтобы потом на 9-м форуме или 10-м, да, мы могли сесть друг с другом и честно поговорить. На сегодняшний день в Абхазии существует ряд предприятий, чья продукция известна далеко за пределами нашей страны. К примеру, появившаяся совсем недавно на абхазском рынке продукция с Избала стремительно покоряет и российский рынок. Еще одна компания «Дары Абхазии», производящая джемы из фихуа, а также различные компоты, зарекомендовала себя как производитель высококачественного продукта во многих регионах России. Правда, сегодня предприятие не может расширяться из-за проблем с финансированием. Недолго мы работаем, всего 3 года как. И за эти 3 года могу сказать смело, вам, Олег Псасович, большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказывали. И мы приняли уже на 3 выставках «Золотая осень» участие, получили 4 золотые и 3 серебряные медали за свою продукцию. Вышли на российский рынок, удачно вышли, подписали 2 договора, по которым работаем. Нам что не хватает, это немного поддержки. Во время делового совета отмечалось, что сегодня существует большая проблема с кредитованием среднего и малого бизнеса на территории Абхазии. По этой причине многие предприниматели вынуждены терпеть убытки. По словам депутата Народного собрания Абхазии Натальи Смыр, в парламенте уже обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о кредитовании предпринимательства в Абхазии. По словам представителей Российско-Абхазского делового совета, необходимо создать наиболее выгодные условия для развития экономики страны. Зария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.